Эфир нашего канала продолжает брифинг на тему борьбы с коронавирусом. Заместитель руководителя оперштаба Якутии Ольга Балабкина озвучит актуальную информацию об эпидобстановке в регионе на среду, 17 марта. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об эпидемиологической ситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Разрешите мне сегодня нарушить тот порядок, который установлен был в течение года по подаче информации по санитарно-эпидемиологической ситуации в республике, исходя из следующих позиций. Ровно год назад в нашей республике был выявлен первый заболевший больной. И сегодня непосредственно я выражаю благодарность от имени руководства республики тем медицинским работникам, которые первые в нашей республике столкнулись с неизвестным всему миру заболеванием. И это коллектив, прежде всего, Якутской городской республиканской клинической больницы, коллектив скорой помощи, которые впервые столкнувшись с этим заболеванием, не побоялись. Отдельное спасибо я хочу поблагодарить Ишниязову Викторию Николаевну и Иванову Владлену Васильевну. Это имена тех людей, которые сегодня являются первыми в нашей республике, кто столкнулся с этой болезнью, научился с ней работать. И, соответственно, это настоящие герои нашего времени. Оценивая санитарно-эпидемиологическую ситуацию на сегодня, необходимо обратить внимание, что в целом выявлено 30 новых случаев новой коронавирусной инфекции за сутки. В городе Якутске зафиксировано 20 случаев. Определенная стабильность в виде 20 случаев фиксируется на территории города Якутска, но тем не менее с учетом повышения порога эпидситуации по ОРВИ необходимо достаточно четко помнить о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений. По 2 случая зарегистрировано в Алданском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Нюрюнгринском и Алекминском районе. За сутки проведено 1959 исследований. Всего с начала пандемии обработано 989 512 тестов. В республику на настоящий момент у нас поступило 56 412 доз вакцины. Первую вакцину получили 55 554 человека. У нас использовано 99,4% поступившей вакцины в республику. На настоящий момент мы ждем поступления второй партии этого периода марта месяца и, соответственно, ее распределения по районам республики. И ведем соответствующую предварительную запись. Сегодня я еще раз обращаюсь ко всем жителям Республики Саха-Якутия. Медики действительно выполнили и выполняют далее тяжелый труд, и они тоже хотят быть дома быстрее со своими близкими родственниками. Поэтому здоровья всем и выполнения санитарно-эпидемиологических норм. Ольга Валерьевна, спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе. Продолжим наш эфир выпуском новостей. Вы смотрите новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Президент Российской академии наук приехал в Якутию впервые за 25 лет. Айсен Николаев встретился с гостем. В Якутии планируют выпускать медицинский и аргон-кислород. Расскажем о планах станции Саха-Агроплем. 5 лучших споет на большой сцене фестиваля «Мусу Стар». Определились финалисты вокального конкурса. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. Обсуждались вопросы развития фундаментальной науки. Речь шла и об участии научного сообщества в геологических исследованиях. Глава региона поблагодарил академика за визит и отметил, что за последние четверть века президент Российской академии наук впервые посещает Якутию. Напомним, что Александр Сергеев прибыл в республику сегодня. Он проведет ряд рабочих встреч, примет участие в совещании по вопросам комплексного освоения арктических территорий и вылетит в Тикси, где посетит полярную геокосмофизическую обсерваторию. Более 9 миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных с COVID-19 получит Якутия, а средства выделяет правительство России. А всего регионам страны направят более 2,5 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Бесплатные медикаменты предоставят пациентам, получающим медпомощь в амбулаторных условиях. Для профилактики неблагоприятного течения болезней и развития осложнений назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые
препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. В Кобяйском Улусе сотрудники службы спасения Якутии и Роскосмоса вывозят распиленные фрагменты ракеты-носителя. Распиловка фрагментов второй ступени, обнаруженной в ходе поисковых работ, велась 4 дня. Ракета-носитель «Союз» был запущен с космодрома «Восточный» в декабре прошлого года. Следующий запуск ракеты со спутниками компании OneWeb запланирован на 25 марта. В Якутии планируют выпускать медицинский и аргон-кислород. Сейчас на станции Саха-Агроплем производят 4 вида азота. В прошлом году выработали 118 тонн жидкого и 3000 литров газообразного. В течение текущего года станция выпустит еще 120 тонн жидкого азота. Веществом обеспечили Вилюйскую группу улусов. Также газ доставили в южную и центральную часть региона. А в конце марта автомобиль с азотом отправится в заречную группу улусов. Азот широко применяют в разных сферах: в искусственном осеменении крупного рогатого скота, в строительстве, пожаротушении, а также при закачке шин и амортизаторов самолета. Сейчас на станции работает 6 специалистов. В этом году установят новое оборудование. Это станция СК-100, это блок разделения, в нем происходит ожижение воздуха, поддающего вот с компрессорного отделения. Все это поступает потом вот в блок сушки у нас, здесь это стоят 2 адсорбера, в которых происходит очищение воздуха от всяких примесей, они потом осушаются, и потом выходит готовая продукция. Амгинский район посетили руководители Центра избиркома Якутии. На собрании с территориальной избирательной комиссией Евгений Федоров и Иван Андросов ознакомились с новым составом Амгинской ТИК. Она была сформирована в ноябре прошлого года сроком на 5 лет. Обсуждалось проведение ближайших выборов в Государственную Думу осенью этого года. Озвучены основные изменения в избирательном законодательстве. Члены комиссии задали проблемные вопросы по материально-техническому обеспечению участков. На сегодняшний день всего в районе их 17, а всего в Амге около 11 тысяч избирателей. На последнем заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации принято, что это положение будет работать вплоть до сентября этого года. И в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией предположительно подготовка идет о проведении многодневного голосования в течение 3 дней в соответствии с принятым федеральным законом, который принят буквально зимой этого года. То есть, вероятнее всего, осенью мы будем проводить голосование в течение 3 дней. С соблюдением всех тех санитарных требований, которые сегодня нам дает санитарные службы нашей страны, нашей республики. Визит с целью обмена опытом Нижний Бестях посетил руководитель аварийно-спасательной службы Иркутской области Роман Бейбеков. Профессиональный пожарный приехал в Якутию по приглашению добровольческого движения «Спецназ Добра». Главная цель – это обмен опытом и развитие пожарно-спасательного добровольчества. Активисты спецназа Добра побывали в Нижнебестяхской общеобразовательной школе номер 2, где гость провел открытый урок по пожарной безопасности для учеников 5 класса. Встреча с опытным пожарным оказалось как раз кстати. Пятиклассники в апреле планируют открыть класс Росгвардии. Спрашиваем о проблемах, которые есть у добровольных пожарных, что требуется им. И у нас запланирована встреча после всего, всей нашей работы, которую мы проделаем с Министерством по молодежной политике. Совместными усилиями мы поможем, попробуем решить эти проблемы на уровне государства и межрегиональных проектов. В селе Майя стартовала 25-я Олимпиада среди школ-гимназий, открытых по указу первого президента Якутии Михаила Николаева. Цель Олимпиады – создание условий для развития способностей и интересов учащихся, а также повышение престижа олимпиадного движения. В этом году коллективу Маинского лицея имени Ивана Тимофеева выпала честь организовать юбилейное мероприятие. В Олимпиаде принимают участие команды из 11 лицеев и гимназий республики в онлайн-формате. Маинский лицей представит 2 команды, это порядка 80 учеников. Знания проверяют по 10 предметам технологического, естественно-научного и гуманитарного профилей.
Олимпиадные задания разработали наши партнеры. Сибирское отделение Российской академии наук, Северо-Восточный университет имени Максима Кировича Аммосова, закрытое акционерное общество «Аскон», город Санкт-Петербург, Республиканский лицей-интернат. Проверка выполненных работ проводится независимыми экспертами. По итогам Олимпиады определяются победители и призеры по предметам и команда-победитель. Определились финалисты вокального конкурса «Солустар». Его проводят в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». В отборочном туре приняли участие более 90 человек. В полуфинал прошли 15 участников. Сегодня они распределены по наставникам и занимаются индивидуально. Каждый наставник взял под свое крыло по 3 участника. 5 лучших споет в финале конкурса, который пройдет в спортивном комплексе «Триумф» во время большого эстрадного концерта фестиваля «Мусустар». Победитель получит 100 тысяч рублей, а обладатель приза зрительских симпатий – 50 тысяч. Как и в любом вокальном молодежном конкурсе, это выявление молодых талантов, создание творческой атмосферы среди молодежи. Это для них первый шаг к эстраде, к профессиональной эстраде. Особенность этого проекта конкурса в том, что на каждом этапе судят 3 разных состава жюри. Первый этап судили организаторы, второй этап наставники, а на 3-м этапе будет уже профессиональное жюри. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску, обрабатывать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.